Согласно преданиям, предки башкир пришли на Южный Урал, следуя за вожаком волчьей стаи. Так возник их этноним. Башкорт означает «главный волк». На протяжении веков башкирский народ пополнялся за счет различных племен, в избытке поставлявшихся Великой степью. К эпохе позднего Средневековья насчитывалось около 40 башкирских родов. Они были рассеяны по территории всей исторической Башкирии, от Камы до Тобола. В нашем фильме мы расскажем об одном из них. Глубоко укоренившееся мнение о том, что средоточием настоящих, или, как еще говорят, чистокровных башкир является юго-восток нашей республики, с точки зрения этнографии является абсолютно неверным. Юго-запад нашей республики сыграл не менее важную роль в этногенезе башкирского народа, чем ее юго-восток. И тому примером история башкирского племени Уран. Башкиры рода Уран ныне проживают преимущественно в Янаульском районе Республики Башкортостан. До момента вхождения в состав башкирского народа этот род прошел длительный путь исторического развития, который нашел отражение в средневековых источниках. В III веке нашей эры, то есть 1800 лет тому назад, китайская хроника Синь Таншу на территории современной Маньчжурии отмечает появление племени Кай, имевшее смешанное тюрко-монгольское происхождение. В конце первого тысячелетия нашей эры из него выделяется род Уран, имевший композитное название Уранкай. Название Уранкай состоит из двух этнонимов – Уран и Кай. Двусоставные наименования имели широкое хождение среди тюркских народов. Например, башкирский род Барын, входивший в состав Табынского объединения, носил название Барын-Табын. Аналогичным образом возникали следующие названия башкирских властей – Кыргыз-Табын, Гирей-Кипчак, Миркит-Минг и другие. Иными словами, первая часть этих наименований представляла собой самоназвание рода, а вторая часть была названием более крупного объединения, в которое входил данный род. Причем дочерний род мог быть отличного от материнского рода происхождения. Скудость источников не позволяет нам составить мнение о соотношении и характере связи между родами Уран и Кай. Так или иначе, источники фиксируют факт их совместного проживания, а следовательно, их этническое родство на определенном этапе истории. Как и в случае с другими тюркскими народами, сведения о происхождении племени Уранкай мы находим в китайских источниках, в которых с учетом особенностей китайского языка он назван именем Улянха. В хронике Сюйвэньсянь Тункао написано: династия Хань сделала племя Улянха, то есть Уранкай, владением главы народа Кай. Ресурсы их страны – лошади, верблюды, желтые коровы, камень-агат, сороки, береста, белый виноград. Есть такое мнение в историографии, которое высказал некогда Зуев, потом его поддержал Ахинджанов, о том, что Кай, слово Кай и Уран имеют одну и ту же семантику, то есть они означают змею. И Ахинджанов приходит к выводу, что слово Урян-Кай это двухсоставное слово, состоящее из двух слов, то есть Уран и Кай, что означает на тюркском змею и на монгольском. В VI веке княжество Кай, а значит и племя Уран, признали над собой власть могущественного тюркского каганата. В VIII веке они сами стали грозной силой, выступив в 712 году против 120-тысячной китайской армии. Нанесли ей сокрушительное поражение, а отрубленную голову имперского полководца отослали Капаган-Кагану, правителю восточно-тюркского каганата. В X веке на территории Центральной Азии возникает держава Ляо, что по-китайски значит «железная». Ее основало монгольское племя Катай.
Упоминавшаяся выше хроника прямо указывает, что Катай был родственным племени Уранкай народом. Нравы и обычаи их, улянха, одинаковы с киданями, то есть катаями. Вытесненные родственными катаями, племена Уран и Кай устремляются на запад. Их движение, больше похожее на нашествие, вызывает панику у соседних народов. Как в игре в бильярд удар одного шара приводит в движение все остальные, так и стремительный натиск Уранов и Каев приводит в движение всю Великую степь. Арабский автор XII века Шараф аз-Заман аль-Марвази писал: «Среди тюрков есть группа людей, которые называются кун. Они прибыли из земли Катай, боясь катайского хана. Их преследовал народ, который называется Кай. Тогда куны переселились на земли племени Сары, а Сары – на земли туркменов. Туркмены переселились на восточные земли агузов, а агузы переселились на печенегов, поблизости от Черного моря». Как от брошенного в воду камня, волны этих грандиозных миграций докатились до Византийской империи. Печенеги и часть башкир, теснимые агузами и кыпчаками, ворвались на Балканский полуостров и в 932 году осадили Константинополь. Освободившаяся от печенегов территория получает в арабо-персидской литературе название Дешт и Кипчак, то есть Кипчакская степь. В русских летописях она носит название Половецкое поле. Дешт и Кыпчак не был политически и этнически единым образованием. На западе Дешта и Кыпчака, то есть в Восточной Европе, наиболее известными предводителями были ханы Баняк, Тугор-хан, Башкорт, стоявшие во главе своих кочевых владений. В восточной части Дешты и Кыпчака, то есть в степях современного Казахстана, были свои правители. В 1125 году империя Ляо, то есть держава Катай, была уничтожена нашествием джурдженей, племенем маньчжурского происхождения. Катаи переселяются на запад, в восточный Туркестан, где образовывают новую державу, которую тюркские народы назвали Каракатай. К западу от Каракатаев находился Хорезмийский султанат, возглавляемый тюркской династией Хорезмшахов. К северу от него располагалось Кыпчакское ханство, во главе которого стояло племя Уран. Племя Катай, ушедшее вслед за уранцами на запад, на многие годы стало гегемоном Средней Азии. Оно было исполнено мнением о собственном имперском величии. И не безосновательно, целое столетие Катаи правили Срединной империей. Именно по их этнониму мы сегодня называем Китай Китаем. У них была обученная, дисциплинированная армия, чиновничий аппарат и прочные навыки государственного управления. В 1141 году близ Самарканда Каракатаи разгромили лучшие войска ислама, возглавляемые сельджукским султаном Санджаром. Эта победа отозвалась даже в Западной Европе, так как среди подданных каракатайского Гурхана было много христиан несторианского толка. Среди европейцев родилась легенда о начале Желтого крестового похода с востока. Победив Санджара, Гурхан решил подчинить себе всю Среднюю Азию. Он отправляет послов к Хорезмшаху Текешу с требованием дани и признания своего суверенитета над Хорезмом. Складывается драматическая ситуация. Хорезмшах Текеш, считая себя правоверным мусульманином, не может признать над собой верховенство неверного правителя Кафира, так как суверенным, то есть владыкой всех мусульманских царей, формально считался багдадский халиф. Текеш приказывает убить каракитайских послов, и тогда начинается новая война. Каракатайские войска переходят в наступление широким фронтом. Они теснят не только Хорезмийский султанат, но и соседнее Кыпчако-Уранское ханство. И тогда в исторических источниках появляется фигура кыпчакского хана Алп-Кара Урана. В Сыгнаке правила так называемая династия Кайе-Уран.
Она выделилась примерно в конце XII века. И в период противостояния с Хорезм-Шахом, ее предводителем был тогда сначала Алп-Кара-Уран. Кыпчакское ханство делилось на два крыла – правое и левое. В правом крыле, охватывавшем бассейны рек Эмба, Урал и Волга, правили ханы из рода Ильбури. В левом крыле, занимавшем земли от Сырдарьи до Иртыша, правили ханы из рода Уран. Одним из них был Алп-Кара-Уран. Титул Алп-Кара-Уран состоит из двух частей. Собственного имени Алп-Кара, что переводится как «черный исполин», «витязь» или «герой», и обозначение племенной принадлежности – Уран. Аналогичным образом именовались, например, Тамерлан Тимур-бек Барлас или Эдигей-бек Мангыт. Резиденцией хана Алп-Кара-Урана был присырдарьинский город Сыгнак. Кыпчакское ханство вело войну на два фронта – против хорезмийского султаната, несшего в тюркскую степь войну за веру, джихад, и против державы Каракатаев. Последние лелеяли планы подчинения не только Хорезма, но и Кыпчакского ханства. В этих условиях Алп-Кара-Уран счел за благо заключить союз с Хорезмшахом Текешем. В 1182 году он посылает в Хорезм своего сына Кадир-хана. Совместный поход хорезмийского и кыпчакского войск, совершенный в том же году, закончился победой. Кыпчаки освободили от Каракатаев территорию Семиречья вплоть до нынешнего кыргызского города Талас. Победа над Каракатаями была скреплена династическим браком. Хорезмшах Текеш женился на дочери своего союзника Кадир-хана Урана Теркен-хатун, матери будущего Хорезмшаха Мухаммеда. Источники, повествующие о последних днях его, в частности, подтверждают этот факт. Группа тюрков из родственников его матери, Теркен-хатун, называемых уранийцы, были его спутниками. Рашид ад-Дин, Джами ат-Таварих, XIV век. Однако, несмотря на матримониальные отношения, союзники, то есть Кадир-хан Уран и Хорезмшах Текеш, вскоре поссорились, и между ними вспыхнула война. Хорезмшах Текеш объявил священную войну против неверных кипчаков, многие из которых на самом деле оставались еще язычниками, и в 1195 году двинулся к Сыгнаку, столице Урано-Кипчакского ханства. Ход событий был нарушен фактором так называемой «пятой колонны» в лице воинов-уранийцев, служивших в войске Текеша. Его жена Теркен-хатун в дворцовых интригах опиралась исключительно на своих соплеменников и потому сильно вербовала их в хорезмийское войско. Под натиском войск Текеша Кадир-хан отступил в степь, бросив свою столицу. Однако Урани, тюркское племя, входившее в состав войска Текеша, известило Кадир-буку-хана о своем намерении помочь ему и изменить Текешу. Ободренный Кадир-хан приостановил отступление и 6-го Джумада дал сражение Хорезмшаху. По уговору Урани оставили центр войска, напали с тыла, разграбили обоз, и приведенное в замешательство войско бросилось бежать. Многие погибли под мечами, еще больше погибли в песках от голода и жажды. Джувейни, Тарих и Джахангушай, XIII век. Однако торжество Кадир-хана было недолгим. Спустя 3 года, как пишет Джувейни, Алп-Дирек, племянник Кадир-хана, не поладив со своим дядей, обратился за помощью к его врагу, Хорезмшаху Текешу. Текеш снабдил Алп-Дирека войском, и тот сверг Кадир-хана. Хорезм под моим командованием покорил Запад. Сейчас я правитель всех стран на Западе.
Я высший правитель на земле. Арабы, персы, тюрки, хангли, русские, все они склоняются к моим ногам. У меня самый процветающий город в современном мире Ургенч. Начало нового, 13 века, было ознаменовано небывалым подъемом харизмийского султаната. В правление последнего харизмшаха Мухаммеда, сына Уранийки Теркен-Хатун, его государство охватывало весь Маверраннахр и Иран. Каракатаи уже не помышляли о гегемонии в Средней Азии. Правитель Кыпчако-Уранского ханства Алп-Дерек-хан Уран признал себя вассалом Мухаммеда. Он принял ислам и титул Кадир-хан, то есть могущественный хан. Предшествует слава и почесть беде, ведь мир и законы – трава на воде. Пусть ныне богатство и роскошь у нас, недолг всегда, безмятежности час, писала одна китайская поэтесса, жившая в VI веке. Ее стихотворение вполне подходит к ситуации, сложившейся в начале XIII века. Хорезмшах Мухаммед после очередной победы над каракатаями провозгласил себя вторым Александром Македонским, не зная, что на его государство уже пал алчный взгляд Чингисхана. Встревоженный вестью о победах монголов, Хорезмшах Мухаммед отправляет своих послов в Монголию. Вслед за этим в Хорезм прибыло ответное посольство с предложениями о мире. Следовавший за посольством торговый караван остановился в новой столице Алп-Дерек-Кадир-хана Урана, в городе Атрар. Кадир-хан заподозрил купцов в шпионаже и приказал казнить их. Разгневанный Чингисхан потребовал выдачи обидчика, но Хорезм-шах, боясь гнева уранийской знати, отказался. Более того, Мухаммед приказал казнить послов, чего монголы простить не могли. В сентябре 1219 года монгольское войско, состоявшее из 150 тысяч человек, подошло к Атрару. Осадой города занялись сыновья Чингисхана Чагатай и Угадей, а также его лучший полководец Субэдэй, который, по иронии судьбы, происходил из алтайской ветви племени Уранкай, то есть был соплеменником Алп-Дерек-хана Урана. Жители крепости не имеют привычки запасать воду, а в этом году уже несколько месяцев не было дождя. Я думаю, в крепости скоро кончится вода. Да. Я думаю, нам не нужно штурмовать крепость. Через несколько дней окружения она падет сама. Осада Атрара продолжалась 7 месяцев. Уже были взяты Самарканд, Бухара и другие города Хорезмийского султаната. А Атрар все еще держался. Тогда монголы перекрыли поступление в город воды, и город пал. Падение Атрара ускорило предательство одного из военачальников Алп-Дерек-хана. Не выдержав изнурительной осады, он открыл ворота и впустил в город монголов. Те вошли и истребили всех его защитников. Сам Алп-Дерек-хан Уран подвергся мучительной казни. Дуадай, здесь. Приведи сюда этого Хайрхана, достойного кары. На колени! Ты пастух коней. С какой стати я должен вставать перед тобой на колени? Когда его доставили к Чингисхану, сотрясатель вселенной спросил у правителя Атрара: «Это ты убил моего посла?» На что Алп-Дерек-хан ответил: «Твой посол стал причиной этой войны». А монгольский хан много горя и слез принес людям. Его кровожадную душу не примет ни земля, ни небо, а кости будут съедены червями. После гибели Кыпчако-Уранского ханства уранцы переселяются в Башкортостан и становятся частью башкирского народа. Часть кыпчаков, в том числе и уранов, и династии Кай-Уран, могла оказаться в составе конфедерации, которая в последующем оказалась на севере современного Башкортостана. Мы знаем, что именно в этой зоне, то есть Нижнебельская зона, северо-западный Башкортостан, достаточно большая концентрация кыпчакских племен, причем достаточно разнородных.
Здесь мы обнаруживаем и племя Елан, и племя Гирей, и другие племена, которые именно связываются, их приход связывает с золотоордынским периодом. Только в башкирской родоплеменной номенклатуре сохранился древний этноним «Уран». Его носителем является значительная часть башкирского населения Янаульского района Республики Башкортостан. Эштен мында Корма мәктәбендә укыттым да инде, эштән киткәч, пенсияга киткәч инде токтамайтам җиде буынны беләм микән мин үземнең. Әнием бик күп белә иде, аның белән аның сөйләгәннәрне искә төшереп язып куйдым башта. Дускаев Абзалтин дигән кеше 18 буын язып калдырган. Аның архивының копиясын алдым. Таптылар да инде. Вот, шуннан минем килеп чыкты, Ақтан Би дигән кешедән башланган, икенче список буенча икенчесе Уран. Хәзер Уранның нәрсә икәнен белмим әле мин пока. Шуннан соң уже бу шәҗәрә белән кызыксынган кешеләр күбәеп китте бит инде хәзер. Уран кабиләсе, значит Уран кабиләсе инде. Шежере, восстановленное Марсом Сабировым, отсылает нас в эпоху тысячелетней давности. Получается, что родоначальник уранцев Ақтан или Уранбей жили в дочингизово времена. Значит, Уран нәселе дип әйтәбез инде, Уран кабиләсе дип атайбыз бит инде. Вот. Шуннан Уфадан да күпме ишеттем инде мин, башта 18 авыл диделәр, соңнан 22 авыл, соңнан 30 авыл керә диделәр. Мен үземнең шул мәнди нәселен тикшерә башлаганым, чынлап та 28 авыл килеп чыкты монда. Мен белмәгән, значит, бар инде ул. Минем нәсел таралган шул авылларга. Мен бер кышакырның тарихын гына белүмгә кызыксындырмый. Миңа керә монда Наварта авыл кешеләре белән связьдә торабыз постоянно, бер-беребезне алышабыз инде материалларны. Кисакайныкылар белән. Вот. Ана шундай кемнең күпме материал бар, бер-беребезгә бирәбез без. Менә шушы әлегә мин төзеп китергән шәҗәрәдә 46 буын. По местному преданию, одним из древнейших селений башкир-уранцев в здешних местах является село Кисек-Каин. Предки жителей этого села, как утверждают местные знатоки старины, переселились в эти места в XII веке, откуда-то с юга, вероятно, из Кыпчака Уранского ханства, располагавшегося на территории современного Казахстана. Безнең якларда яшиләр элек борынгы заманнардан башлап Уран аруы башкортлары безнең менә мин үзем туган авылга да нигезне Киньягул дигән исемле бабай нигез салган. Ул хәл булай инде 1179 елна ул килә безнең әлеге Башкортстанның көньякларыннан урын сайлап елга буена утыра. Из источников известны названия древних селений уранских башкир. Это деревни Уран, Каипкай, Аюдюлян, которые затем исчезли с лица земли. Впрочем, село Кисек-Каин в древности могло именоваться Ураном. Один из вождей уранцев, Айзуак-бей, в конце 16 или в начале 17 века ездил в Москву, где принял русское подданство и получил жалованную грамоту земли своего рода. Земли Уранской волости охватывали обширные территории по обе стороны Камы и Агидели. Шулай итеп, менә безнең тирәдәге, безнең әлеге Янаул районының бу төньяк көнбатыш урын өлкәсендәге территориясындагы бик күп авыллар, менә шушы безнең бабайлар, Уран аруы бабайлары нигез салган авыллар булып саналалар. Алар бүген 30дан артык авыллар. Әле без табып документларны табып расланган авыллар гына булар. Алар арасында бик зурлары бар. Хәзерге вакытта менә Камбарка дибез, Камбарка шәһәре бу әлеге вакытта ул Удмуртиядә,
менә ул зур гына шәһәр. Шулай ук Камбаркадан бер 10 километр ераклыкта Бутыш дигән поселок городского типа дибезендә бер 5000 кеше белән яши. Менә булар барысы да безнең Уран ыруына караган безнең башкорт бабайлар нигез салган авыллар, җирләр. В конце 17 века из аула Кесек-Каин выделилось селение Карманово, давшее название широко известной в стране Кармановской ГРЭС. Карманово является одним из коренных поселений башкир-уранцев и восходит своим наименованием к реальной исторической личности. 17 буаттың Өфе губернаһы бире өйәде Уран олысында бик күп башкорт авылдары булган. Был авылдар исәбенә Кисек-Каин авылы ингән. Ә хәзерге Карман авылы урында тик халык һәм урман гына булган. Кисек-Каин авылынан Каһарман исемле бер кеше был ярдәргә күсеп килгән. Һәм аның артыннан инде башка күрше авылдардан да килгәннәр. Һәм бер елдан 30-дан ашу хуҗалык йыелган. Шулай итеп, үзенең нигез халусыһының исемен алып, Карман авылы барлыкка килгән. Согласно архивным данным, уранец Кахарман был участником башкирского восстания в 1704-1711 годах, что, однако, не помешало его сыну, Юзею Карманову, отправиться в 1759 году в составе башкирского посольства ко двору императрицы Елизаветы Петровны в Петербург, где они подали на высочайшее имя письмо, в котором просили оградить их от злоупотреблений местной администрации, а башкирские земли от захватов. Сенат положительно отреагировал на просьбу Юзея Карманова и приказал: впредь оному башкирскому народу отнюдь никому никаких обид и разорений не чинить, и в угодьях их насильством не селиться, и от того всего их башкирцев не токмо защищать, но притом показывать им всякую благосклонность и надлежащее по указам охранение. Основателем деревни Карманова Кагарман по имени. От него 7-е поколение от Кагармана, как мне отец рассказывал, является Ибрак. Человек по имени Ибрак. И от этого человека идет наш род. От Ибрака мой отец 7-е поколение. Это Мулланур Ганиев. А я уже в 15-м поколении от основателя деревни Карманова. Мы башкиры из рода Уран. Из основателя, от основателя деревни Карманова, Кагармана, я 15-е поколение, в 15-м поколении уроженка Карманова. Вот на этих землях вся моя родня. Вот сейчас уже мало их осталось, но есть очень много родных в Карманово. Проживают, работают, доживают. Род. Здесь мои могилы бабушек, дедушек, предков. Я ухаживаю за ними. Уранцы, насколько это позволяют говорить письменные источники, были социально активными людьми. Из их среды вышло немало общественных деятелей. В XVIII веке, кроме упомянутого выше Юзея Карманова, на ниве защиты башкирских вольностей и привилегий отличился другой житель села Карманово – старшина Уранской волости Абдук Чептарзяпов. В 1798 году он обратился к императору Павлу I с просьбой о восстановлении старой организации службы башкир и о выселении из башкирских вотчин всех припущенников на пустопорожние казенные земли. Авторитет Абдука Чептарзапова был настолько высок, что его обращению к императору Павлу I не помешала его подмоченная репутация бывшего участника Пугачевщины. Мало того, в том же 1798 году он был назначен начальником 10-го кантона башкиро-мещерятского войска.
Что касается пугачевщины, то кроме вышеназванного Абдука Чептарзяпова, в ней приняли участие множество других уранцев. Наиболее известным предводителем повстанческих войск был Аид Саитов, житель аула Кумова, нынешнего Янаульского района. Он был пугачевским полковником и действовал в начале восстания на территории современной Удмуртии под Сарапулом и Каракулиным. На втором этапе движения он вошел со своим отрядом уранцев в состав войска Салавата Юлаева. Участвовал в штурме крепости Аса. 30 августа 1774 года он был взят в плен и заключен в Казанский острог, где вскоре скончался. Его сын Рафик был отдан в гусары. В действиях полковника Аита Саитова прослеживается стремление вернуть конфискованные башкирские земли Уранской волости под строительство Сарапула, Каракулина и Осы. Именно поэтому его повстанческая деятельность разворачивалась вокруг этих опорных пунктов правительственной и крестьянской колонизации Башкортостана. Хәзерге Татарстан якларына чыгып китсәк, әлеге Минзәлә районнары, Актаныш районнары, шулай ук әлеге Тукай районы, Тукай районының райцентры битендә хәзерге вакытта Чаллы шәһәрендә. Менә әлеге Чаллы шәһәре утырган җирләр, булар барысы да башкорт җирләре. Аларны күчерәләр, бүлеп бирәләр 20нче елларда гына. Татарстан үзе ул бик кечкенә була, шуңа күрә аларны бүлеп калдыралар, 3 районны Татарстанга бирәләр. Чөнки безнең Башкортстан территориясе үтә зур була, үтә киң була, шуңа күрә төрле яклап безнең территорияны шулай итеп азайталар инде. Кисеп бирәләр. Шулай ук менә әле әйткәнем Камбарка районнары, Сарапул шәһәрләре, булар утырган, менә бу шәһәрләр утырган урыннарны, өлкәләрне шулай ук Удмуртияга кисеп бирәләр. Соңыннан инде менә Пермь ягындагы мен әле әйткән елга буйларын шулай ук Пермь өлкәсенә кисеп бирелә. Шулай итеп безнең бу яктагы җирләрне кисеп алалар. Но менә шул кадәр җирләрне алар контрольдә тотканнар. Монсын да искиткәч, бүген дә менә күз алдына китерүе дә кыенрак. К родовым селам и деревням башкир-уранцев относятся такие населенные пункты, как Карманово, Карман-Актау, Бодряш-Актау, Чингакуль, Кисек-Каин, Кумово, Ваяды, Чишма, Бодряш, Тартар, Кичикир, Новый и Старый Куюк, Янбарис, Новый и Старый Уртаул, Янаул, ставший теперь городом, Булат-Елга, Урьяды, Варяж, Иткинеево, Янгус-Нарат, Таш-Елга, Акылбай, Туртык, Ашьятау, Варяжбаш и другие. Уранцы прошли долгий путь исторического развития. Сначала в качестве самостоятельного племени с собственными традициями государственности, а затем как часть башкирского народа. В преснопамятные годы советской власти многие из них утратили чувство общности с родным башкирским этносом по причине утраты памяти о собственном происхождении. Но что такое народ, не знающий собственных корней? Оторвавшись от почвы, его породившей, он превращается в перекати поля, то есть ком высохших растений, гонимый ветром и нигде не находящий себе приюта. Теперь, слава Богу, все иначе. Ожили родники, питающие корни генеалогического древа уранцев. А значит, их шежире, насчитывающие более 40 поколений, будет иметь свое продолжение.